Ma olen siin selles ruumis teist korda. В этой комнате я нахожусь второй раз. Esimest korda ma rääkisin kodugruppide tööst koguduses. Первый раз я говорил о работе домашних групп в церкви. Ja täna ma räägin konfliktist. И сегодня я буду говорить о конфликтах. Olen Tartu Kolgata baptistikoguduse liige. Я являюсь членом баптистской церкви Тарту Голгофа. Ja ka meie koguduses on venekeelne grupp. И в нашей церкви тоже есть русская группа. Meil on kokku 160 liiget. На где-то 160 человек. Ja nendest 20 on vene keelt kõnelevad Из inimesed. них 20 говорят по-русски. Ja meil on eraldi jumalateenistused, И у нас проходят отдельные собрания, aga üks kord kuus но раз в месяц leiva murdmisel, see on kuu esimesel pühal. во время хлебопреломления, это первое воскресенье месяца, Homme näiteks например, завтра, me oleme kõik koos, мы все вместе, loeme püha kirja kahes keeles мы читаем Библию на двух языках ja palvetame kahes и keeles. молимся на двух языках. Nüüd täna ma ei esine siin mitte kalli vennana Kolgatalt, Но сегодня я выступаю здесь не как дорогой брат с Голгофы, aga kui psühholoog. но как психолог. Aga psühholoog võib ka olla kallis vend. Но психолог тоже может быть дорогим братом. Nii. Ja meie ettekanne on siis kavandatud 4-osalisena. И наш доклад состоит из 4 частей. Kõigepealt mina küsin teie käest, mida teile tähendab konflikt või kuidas teie mõistate sõna konflikt. Для начала я спросил бы у вас, как вы понимаете слово конфликт, что это означает для вас? Вы правда saate siis tahvlile lähemale. Jah, siis ma kirjutan siia üles. Я тогда буду писать на доске. Minuga võib rääkida nii eesti kui vene Вы keeles, можете говорить со мной как по-русски, так и по-эстонски. aga vene keeles ma kirjutan vigadega. Но по-русски я пишу с ошибками. Nii, ja siis ma räägin need sõnad läbi, mida teie nimetasite. И мы тогда проговорим вот эти слова, которые вы назовете. Ja räägime läbi psühholoogi mätta otsast. И мы обсудим их с точки зрения психологии. Nii, see on siis esimene osa. Это первая часть. Teine osa, me lähme kinno. Вторая часть, мы пойдем в кино. Ja on üks suurepärane lennfilm. И есть один замечательный ленфильм. Pealkiri on konflikt. И заголовок называется «Конфликт». Ja me vaatame selle filmi. Мы этот фильм с вами посмотрим. Ja see meil siis saab näiteks sellest, mis on konflikt ja kuidas toimib Это konflikt. будет как бы пример того, что такое конфликт и как конфликт работает. Et see on siis teine osa, on kinu. Вторая часть – это кино. Kolmas osa on see, et mul on valmistatud ka üks ettekanne. И третья часть – у меня небольшой доклад. Need slaidid on vene keeles. Слайды, которые я подготовил на русском языке. Need tõlgiti mulle. Мне их перевели. Ja täna ma lugesin oma slaide ja leidsin, et vähemalt ühest sõnast ma ei saa aru. И я сегодня читал свои слайды и понял, что одного слова я не понимаю. Et ma küsin, mis see on siis Я тогда eesti keeles. спрошу у вас, что оно означает на эстонском языке. Et seda tõlkega vahel juhtub. Так что иногда бывает при переводе, что не понимаешь. Ja viimane 4. osa on siis küsimuste ja vastuste osa. И в конце мы тогда, в конце будет часть вопросов и ответов. Ja konflikti teema on väga suur, väga lai. Тема конфликта – это, конечно, очень широкая тема. Ja täna me saame vaadata võib-olla mõningaid põhiküsimusi. И сегодня мы сможем рассмотреть с вами какие-то основные вопросы, может быть. Nii et olge hästi aktiivsed ja püüdke endale see võtta, mida siit võtta annab. Так что будьте очень активными и постарайтесь получить из этого вечера то, что вы можете получить. Небольшой кружочек. Ja kirjutame siia eriarvamus. И напишем туда различия во мнениях. Inimesed saavad erinevalt aru. И люди по-разному понимают вещи. Vaat praegu on Eestis poliitiliselt palav. Сейчас в Эстонии политически горячие времена. Inimesed saavad erinevalt aru maksudest, Люди по-разному понимают вопросы налогов, väärtustest вопросы ценностей ja võib-olla elust üldse. и, возможно, по-разному понимают жизнь вообще. Nüüd see, et meil on erinevad arvamused, on loomulik. То, что у нас различные мнения, это нормально. Koguduses muusika küsimus. В церкви, например, вопрос музыки. Kas teie koguduses on muusika teema? В вашей церкви, например, Bändirahvas noogutab, te teate, millest räägite. те, кто играет в группе, кивают, знают, про что говорят. Ja eriarvamus ei tähenda konflikti. Но различие во мнениях еще не означает конфликт. Nüüd eriarvamustega on selline lugu, et nendel on mingid põhjused. Но с различием во мнениях та вещь, что у них есть какая-то причина.
põhjus 1, põhjus 2 Первая, вторая, третья причина. ja võib-olla on ka põhjus N, И может быть есть причина номер N, mida me ei tea. то, чего мы не знаем. Nüüd psühholoogia ütleb seda, И вот что нам говорит психология. et need dilemmad iseendas, То, что вот эти вот дилеммы внутри себя, need inimesed, kellel on palju lahendamata sisemisi konflikte ja probleeme, люди, у которых много неразрешенных внутренних конфликтов и проблем, on konfliktsed ja probleemsed ka teistega. они создают конфликты и проблемы снаружи тоже, так сказать. miks see nii on, see väärib omaette loengut. Почему это так? Про это можно сказать отдельную лекцию. aga kui te mõtlete oma tutvusringkonna Но peale, если вы подумаете о ваших знакомых, võib-olla seal on mõni keeruline inimene, возможно, среди них есть сложный человек, kes ei saa iseendaga hakkama, который не справляется сам с собой, kellel on kogu aeg teistega probleeme у которого постоянно какие-то проблемы с другими людьми, ja kellega on samuti väga raske. и с которым тоже очень сложно. nii, ja selle eriarvamuse põhjus võib olla mingi isiklik probleem. И причины вот этих вот разногласий могут заключаться в каких-то личных проблемах, внутренних проблемах. küsime, kuidas me seda eriarvamust siis lahendada saame. Давайте спросим себя, как мы можем разрешить разницу во мнениях. ja siin on praktiliselt ainult üks hea lahendus И практически есть только один хороший ответ. ja joonistame selle siia Нарисуем его сюда. ja selle nimi on läbirääkimised. И название этого ответа – это переговоры. võib-olla me oleme eriarvamusel sellepärast, et me saame tõest erinevalt aru. Может быть, мы различаемся во мнениях, потому что мы по-разному понимаем истину. võib-olla meie põhjus on selles, et egod ei mahu ära. Возможно, причина в том, что наши эго слишком большие, не помещаются в одной комнате. on väike näitemängulava Небольшая сцена, ja kaks ego ei mahu ära. и два больших эго на нее не помещаются. see on see muinasjutt peeglike seina peal. Это вот эта вот сказка «Зеркальце, зеркальце», «Свет мой зеркальце, скажи», да? midagi niisugust. see on saksa muinasjutt, Это немецкая сказка, mis on nii eesti kui vene keelde tõlgitud. которая переведена как и на русский, так и на эстонский язык. aga mõte on selles, Но в чем заключается мысль? et kui meil on tõsised eriarvamused, Если у нас какая-то серьезная разница во мнениях, mille taga on ego, võim, huvid, за которыми стоит эго, власть или интересы, siis selle läbirääkimiste teel me saame seda lahendada. то путем переговоров мы можем этот конфликт решить. paremat teed ei ole. Лучшего пути нет. ja see läbirääkimiste tulemus siin, И результат вот этих переговоров, teeme siia ringi sisse, paneme L-tähe, мы see нарисуем on небольшой lahendus, кружочек, напишем туда букву L, это решение. mingisugune lahendus. Какое это решение? ja nüüd lahendus psühholoogilises mõttes tähendab kahte asja. И в плане психологии решение означает две вещи. hea lahendus tähendab kahte asja. Хорошее решение, вот что оно означает. nii, teeme siia L-i. see on siis seesama lahendus, mis meil siin üleval Вот on. эта буква L, она обозначает решение. ja öeldakse, et hea lahendus Хорошее решение, on sisuliselt hea lahendus. оно является существенно хорошим. no võtame näiteks tänase õhtu. Давайте возьмем сегодняшний вечер, например. mulle meeldib väga see, kuidas teie istute. Мне очень нравится то, как вы сидите. laudade kaupa. За столиками. võib-olla tuleb pähe teha grupi arutelu. Возможно, захочется провести групповое обсуждение. aga äkki kellelegi ei meeldi. Но вдруг кому-то не нравится. ja ta ütleb, et tuleb Tartu Ülikooli õppejõud И он скажет, вот пришел тут профессор из Тарту. ja toolid tuleks panna nii nagu auditooriumis. Нужно расставить стулья, как в аудитории. ja me lähme tülli. И мы начинаем из этого ссориться. nüüd, mis siis on hea lahendus? Какое же хорошее решение? me kuulame mõlema argumendid ära Мы выслушаем аргументы и тех, и других. ja langetame sisuliselt õige otsuse. И постараемся вынести существенно правильное решение. see on sisuline pool. Есть вот эта вот существенная сторона вопроса. aga sellel on ka emotsionaalne pool, mis puudutab tundeid ja suhteid. Но у нее есть также и эмоциональная сторона, которая относится к отношениям и чувствам. me võime öelda inimesele väga halvasti, Мы можем очень плохо сказать человеку. et sa mõtledki ainult nagu nööri mööda. Можем сказать ему, что он думает как
как будто по веревочке или jah как-то так. ainult sirgelt, У него как будто прямой ум, нет извилин. в голове. mingit loovust ei ole. Нет никакой творческой натуры такой. ja ema oli sul juba ka natukene lihtsam И мама твоя тоже уже была такой туповатой. tuba vaata ja nii. tulemus on mis? Какой результат? Sisuliselt me kokku ei lepi. Существенного ответа мы не находим. kuidas me siis istume? Как же мы будем сидеть-то в конце концов? ja tunded ja suhted on ka nässus. И отношения наши, и чувства наши тоже уже запутаны. seega siis lahenduseni viivad läbirääkimised. То есть к какому-то ответу, решению приводят переговоры. nüüd teine tee on aga see tee, mida võib nimetada konfliktiks. Второй путь – это то, что можно назвать конфликтом. me ei lepi kokku selles, kuidas me istume, Мы так и не договариваемся насчет того, как нам сидеть, vaid me läheme tülli но мы ссоримся все между собой. ja areneb konflikt. И развивается конфликт. nüüd konfliktil on ka oma arenguastmed. У конфликта тоже есть свои ступени развития. me allpool natukene räägime nendest, Мы дальше будем немножко о них говорить. aga konflikti kõige kõrgem aste on hävituskäitumine. Но высшая степень конфликта – это разрушительное поведение. vot see on see materiaalne ja või mentaalne ja füüsiline kahju või mis И meil вот oli. это вот материальный и физический вред, о котором вы говорили. meeste maailmas ja vanal ajal hävitati füüsiliselt. В мире мужчин и в древние времена зачастую разрушали физически, löödi maha. убивали. intelligentsed inimesed Интеллигентные люди ei tapa teist inimest ära, не убивают другого человека. aga Но see asi tehakse ära ajaleheartiklite kaudu. все это можно сделать через газетные статьи. Eesti keeles öeldakse luukerede abil. В эстонском языке есть такой, ну и в русском тоже, как скелеты в шкафу. Skeleetoškafu ja leitakse kusagilt üles ja Где-то нашел чей-то скелет в шкафу и высветил его. Так сказать. kui me töötame ühes firmas, teeme eelarve kaudu. Если мы работаем в одной фирме, то мы можем разрешить это все с помощью бюджета. vajutan teie rahavooliku kinni, hapnikku ei saa ja lämbute ära. Я зажимаю вам, например, тот шланг, по которому утекут деньги, и все, и вы задыхаетесь. see on kaput. nii, see on hävituskäitumine. Вот это вот разрушительное поведение. siin astmetes on üks oluline etapp. И здесь есть один важный этап. kui osapooled enam ei suhtle. Это этап, когда стороны перестают общаться между собой. võib-olla te olete kuulnud niisugust väidet. Возможно, вы слышали такое утверждение. kui see lurjus tuleb, siis mina ei tule. Если этот негодяй, негодяй, да, мерзавец придет, тогда я не приду. Да. ja как-то это резерв-капитан советской армии и все неприличные слова знаю. Mina olen Nõukogude sõjaväe reservohvitser ja mina tean kõiki ebaviisakaid sõnu. Ja. nii, ühesõnaga ei suhtle. Ja мы не общаемся больше. siin on ka teatud astmed. Тут тоже есть своя градация. esimene on see, et mingil teemal ei räägita enam. Во-первых, перестаем говорить на какую-то конкретную тему. võib-olla te olete perekonnas näinud tüli, kus ei saa majandusasjadest rääkida. Возможно, вы видели в семье какую-то ссору, где нельзя больше говорить о каких-то экономических вопросах. või suhetest ei saa rääkida. Или нет возможности больше обсуждать отношения. see on niisugune, muidu saame läbi, aga seda ühte teemat me parem ei puudu. Вроде как мы все хорошо ладим между собой, но вот эту одну тему мы не обсуждаем. aga see ei ole enam päris harmooniline olukord. Но это уже не совсем гармоничное состояние. ja teine aste siin И вторая ступень здесь on see, et selle inimesega ei suhtle. заключается в том, что перестаешь общаться с каким-то конкретным человеком. kui tema tuleb, siis mina ei tule. Вот если он придет, то я не приду. kunagi aastaid tagasi ma olin dekaan Несколько лет назад я был деканом, ja meile anti Volkswageni firmast Saksamaalt palju raha. и нам фирма Volkswagen из Германии дала много денег. ja ütles, et kutsuge 7 tippteadlast endale külla. И они сказали, позовите к себе 7 таких суперспецов ученых. rahast me ei räägi. О деньгах мы говорить не будем. kui lugupeetav tahab
hotellis basseini, siis tuleb talle leida basseiniga hotell, meie maksame. Если уважаемый человек захочет пойти в бассейн в гостинице, мы ему оплатим гостиницу с бассейном. Saatsime 7 kutset välja, Мы отправили 7 приглашений, saime 7 vastust. получили 7 ответов. 6 olid positiivsed. 6 были позитивными. Üks ütles, et kui see tante, tädi tuleb, siis mina ei tule. И один сказал, что если вот эта тетенька... Ты kas ta uuris tantet või mis? Ei, tante, mitte see tante, tädi, tjotja. Окей. Если вот эта тетя не придет, если эта тетя придет, то я не приду. Meie arutasime asja Мы обсудили вопрос. ja otsustasime, et meie kutsume, keda meie tahame. И мы решили, что мы позовем тех, кого мы хотим позвать. Meie ei hakka võõraid tülisid lahendama Мы не будем решать чужие конфликты. ja me saime 6 külalist. И к нам пришло 6 гостей. Nii et see 7 ei tulnud. Так что этот 7-й человек не пришел. Tõsi, see tjotja vääris tuleriita. И действительно, эта тетенька заслуживала костра. Aga ta tuli kohale. Да, она пришла на место. Nii. Aga näide sellest, et konflikt on arenenud kusagil nii kaugele, Но вот это вот пример того, что какой-то конфликт зашел так далеко, et inimesed enam ei kannata teineteist. что люди уже не терпят друг друга. Aga kui need inimesed peavad koos töötama, Но если эти люди должны вместе работать, kui nad on ühes perekonnas, если они принадлежат к одной семье, kui nad kuuluvad ühte kogudusse, если они являются членами одной церкви, kui nad on ühe kollektiivi liikmed, если они являются членами одного коллектива, siis peab keegi appi minema ja sekkuma. то кто-то должен прийти на помощь и вмешаться. See võib olla ülemus, Возможно, это должен быть начальник, võib olla pastor может koguduses быть пастор церкви, või keegi konsultant, keda usaldatakse. или какой-то консультант, которому доверяют. Nüüd küsime, kus on see piir või kus on see koht, kus me ei lähe läbirääkimiste suunas, vaid läheme konflikti suunas. Но вот вопрос, где же проходит эта граница, где мы знаем, что мы не идем уже в сторону переговоров, а идем в сторону конфликта? Ja siin on mõned tunnused. Вот некоторые условия. Olete minuga? Вы еще успеваете следить? Nii, mida ma siis küsisin, see on siin meil see läbirääkimiste ahel, eks ole. Какой вопрос я задал? У нас была вот эта вот цепочка переговоров, Ja siin on siis konflikt. и вот тут вот происходит конфликт. Kus on see piir või kust minnakse kumba teed? Так где же проходит эта граница, где мы выбираем, идем мы в сторону конфликта или в сторону переговоров? Esimene tunnus siin on jonn. И первый признак этого является нытье. Vot seda sõna ma ei teadnud vene keeles. Nitjo. Nii, nitjo. Mida see tähendab? Что такое нытье? Jonni olemus on selles. И сущность нытья заключается в том, Me ei küsi, mis on mõistlik, мы не спрашиваем уже, что является разумным, vaid me küsime, kellel on õigus. но мы спрашиваем, кто прав. Minule meeldib, et teie istute gruppides. Мне нравится то, что вы сидите вот так вот по группам. Aga keegi teie seast tuleb ja tal on 10 argumenti, miks on hea istuda reas. Но если вот кто-то выйдет и скажет, что у него 10 аргументов, почему нужно сидеть рядами, Siis jonni puhul то в случае нытья mina neid argumente ei kuula, я не буду слушать эти аргументы, vaid ütlen, et mina olen lugupeetud kodanik Tartust но скажу, что я являюсь уважаемым гражданином Тарту, ja mingi Tallinna üliõpilane ei tule mulle ütlema, kuidas meie istume. и какой-то таллинский студент не может прийти мне тут диктовать, как мы должны сидеть. Saate loogikast aru? Вы понимаете логику, да? Sisu pole tähtis, Сущность не важна, mõistlikkus pole tähtis. и разум не важен больше. Tähtis on, kellel on õigus. Важно то, кто прав. Vot, see on jonn. Вот это нытье. Teine tunnus on see, ta on jonniga lähedalt seotud. И второй признак, который тесно связан с нытьем, On see, et me läheme isiklikuks. это переход на личности. Riskigruppi kuuluvad siin И рискуют здесь те, nii-öelda külaühiskond, в первую очередь, например, общество деревенское, pikka aega koos töötanud kollektiivid коллективы, которые долгое время работали между собой. ja ma arvan, et ka kristlik kogudus, И я думаю, что также христианские церкви, kus inimesed teavad üksteise kohta mitukümmend aastat vanu asju. такие коллективы, где люди знают друг о друге что-то, что уже произошло 10 лет назад. Ja kui meil tekib omavahel eriarvamus, Если у нас появляются какие-то конфликты,
või hakkame tõde otsima, и мы начинаем искать истину, siis me teame, kes oli kellegi vanaema тогда мы знаем, кто был чьей бабушкой, või mida keegi ütles 15 aastat и мы tagasi. помним, кто сказал, что 15 лет назад. Ja me ei räägi sellest asjast enam, mis meil täna on oluline, И мы уже не говорим о том, что важно сегодня, vaid me ütleme, kes sa niisugune oled. но мы говорим, ты кто такой. Ja vene ja prantsuse keeles võib väga täpselt hakata emast ja vanaemast peale ja И tulla. как на русском языке, так и на французском можно очень долго перебирать родословие там, про маму и бабушку и так далее. Teie neid sõnu ei tea. Вы этих слов не знаете. Nii, on jonn, läheb isiklikuks ja paneme siia veel ühe sõna, see on, läheb emotsionaalseks. Вот нытье, переход на личности и переход на эмоции. Konfliktiks läheb siis, kui inimesed hakkavad tundeid üle elama. Мы имеем дело с конфликтом, когда люди начинают переживать какие-то сильные чувства. Psühholoogiliselt emotsioon tähendab reaktsiooni sündmusele. Психологически эмоция – это реакция на какое-то событие. Ma tulin uksest sisse, Я зашел, открыл дверь, зашел в комнату. näen toatäit noori inimesi, Вижу, что полная комната молодых людей. ma rõõmustan, Мне приятно. see on minu emotsionaalne reaktsioon, И вот это моя какая-то эмоциональная реакция. aga nüüd ma olen eufooriast üle saanud ja juba loen loengut. Но теперь я уже пережил свою эйфорию и читаю какую-то лекцию. Konflikti puhul need tunded enam ei lase lahti. В случае конфликта эти чувства не перестают. Tekib selline neurootiline reaktsioon. Начинается такая невротическая реакция. Õhtul ei tule und. Вечером не заснуть. Kuidas ta mulle niimoodi ikka sai öelda? Ну как же он мне все-таки так сказал? Me otsime tõde Мы ja ищем sa vaata, истину. mida see kaak teeb. И Negatiiv. посмотри, что этот негодяй тут делает. Да. Nii. Ja need on 3 tunnust, И вот mis это вот nüüd iseloomustavad, 3 признака, et me hakkame liikuma konflikti suunas. что мы начинаем двигаться в сторону конфликта. Nüüd veel kord need põhjused on Опять-таки meil эти seal причины, väga ilusasti nimetatud. они очень хорошо все записаны. See võib olla erinev arusaamine tõest, Это может быть разное понимание истины, see võib olla meie mingi sisemine probleem, это может быть какая-то внутренняя проблема, 2 suurt ego, 2 больших эго, võimu jagamine, huvide konflikt деление власти или какой-то конфликт интересов. ja tulemus on mentaalne ja füüsiline kahju. И результат – это ментальное и физическое разрушение. Jah, küsin natuke selle filmi kohta. See on YouTube'is kättesaadav. Этот фильм вы можете найти в Ютубе. Kui te panete konflikt ja Len-film Если вы откроете конфликт и Ленфильм, või lihtsalt ka vene keeles konflikt или ja просто multifilm написать на русском языке конфликт, ja te leiate üles. вы найдете. Nii, kas keegi tahaks selle filmi kohta midagi öelda? Есть ли какие-то комментарии насчет этого фильма? Mida teie... Есть, да. Что конфликт это проблема 2 сторон, и как бы он хорошего не принесет ни одним, ни вторым. Если одна сторона думает, что в общем 2 сторон, да. Konflikt on siis mõlema poole probleem, mis ei too kummalegi midagi head. Nii et see kahju sünnib mõlemile. Вред наносится обоим. Eriti nendes konfliktides, Особенно в тех конфликтах, mis lähevad siit seda punasest kaugele. которые движутся вот по этой красной линии. On võimalik, et konflikt muide ka areneb niimoodi, et konfliktist läbirääkimistest tagasi ja nii edasi. Возможно, что конфликт развивается вот так вот зигзагом из конфликта в переговоры, из переговоров назад в конфликт и так далее. Erinevad lood on erinevad. Разные истории развиваются по-разному. On veel kellelgi Есть еще какие-то комментарии? selle filmi kohta? Ütleme nii, et on hea film. По-моему, хороший мультик. Aktuaalne, jah? Актуальный. Täpselt nii. Aga läheme siis vaatame neid slaide ka, mis ma siin olen Ну, давайте посмотрим на эти слайды, которые у меня тут подготовлены. Как это работает siis? Noolekese peale vajutada, ja siis tuleb järgmine. Nii, pange silmad kinni, ma vajutan nool. Ei, jah. Õigesti. Ma olen tehniliselt väga andetu. Я технически очень продвинутый человек. Tavaliselt ma teen valesti. Обычно я делаю что-то не так. Isegi pabertahvel variseb mu käes. Даже бумажная доска начинает разваливаться у меня в руках. Siin me näeme nüüd konflikti ühte definitsiooni. И здесь мы видим определение конфликта.
et see ongi teadvustatud vastuseis kahe osapoole vahel Это mingis küsimuses. какое-то осознанное противоречие между двумя сторонами. Joonistame selle definitsiooni üles. Давай ее зарисуем, это определение. Ja ma kohe stavitsin эту slaide. Kui on tarvis, et ma võin need slaidid siia jätta. Nii. Ja see mõte on siis niisugune, või me võime üles joonistada nii, et meil on osapool 1 У нас тут есть одна сторона, ja meil on osapool 2. и у нас есть вторая сторона. Ja vot see, mis meil on siin противоречие või vastuseis, И вот это вот противоречие или какое-то противостояние, которое у нас тут есть, seda nimetatakse siis konflikti põhiküsimuseks. вот это вот противоречие мы можем назвать основным вопросом конфликта. Mille pärast tülis ollakse? Почему вообще люди ссорятся между собой? Mõni sõna nüüd konflikti kohta veel ja vaatamegi. Пара слов о конфликте как таковом еще. Selleks. See on eelmine, nüüd järgmine. Nii. Nüüd, mida me saame analüüsida? Me saamegi analüüsida 4 asja. Что мы можем проанализировать? Мы можем проанализировать 4 вещи. Õigemini saame väga palju asju analüüsida. Ну, конечно, мы можем очень много вещей проанализировать. Aga 4 on sellised olulisemad või põhiküsimused. Но 4 вещи такие основные, они самые главные. Räägime natukene osapooltest. Давайте поговорим немножко о сторонах конфликта. Osapooled võivad olla erineva suurusega. Они могут быть разного размера. Ja meil oli see sisemine dilemma või sisekonflikt. Meil ongi, konflikt on meis endas. Мы говорили о внутреннем конфликте. Это конфликт, который происходит внутри нас. Mina näiteks olen kirglik kalamees. Я, например, заядлый рыбак. Ja ma võitlen endaga, kas minna kalale või minna raamatukokku artiklit kirjutama. И я постоянно борюсь с собой. Идти мне на рыбалку или пойти в библиотеку и написать научную статью. Kalale saab minna siis, kui on ilm soodne ja tuul vaikne. На рыбалку можно пойти тогда, когда хорошая погода и нету ветра. Aga artiklit saab kirjutada alati. А статью можно всегда писать. Seega Поэтому tuleb minna rõbalka peale. нужно идти на рыбалку. Nii. Ja meil on tegemist sisekonfliktiga. И вот это пример внутреннего конфликта. Teine, Второе. paneme IV, isikute vaheline või inimeste vaheline. Мы можем говорить о конфликте, который происходит между людьми. 2 naabrit, 2 соседа, 2 kolleegi, 2 коллеги. ülemus ja alluv, Начальник и подчиненный. pastor ja koguduse liige, Пастор и какой-нибудь член церкви. vagaõde ja veel vagam vend. Благочестивая сестра и еще более благочестивый брат. 2 inimest. 2 человека. Kolmas võib olla gruppide vaheline. Это может быть конфликт между группами. Rahvusgrupid, Национальные группы. ühe kooli õpilased ja teise kooli õpilased, Ученики одной школы и ученики другой школы. ühe osakonna töötajad ja teise osakonna Работники töötajad, одного отделения и работники второго отделения. vaimu pooldajad ja vaimu vastased, Сторонники духа или противники, культуры, может быть. Mis tähenduses siin seda võib Святого Духа. окей. Друзья духа и противники духа. Mitte Святого Духа, karismaatid, ma räägin. No nii. Окей. Karismaatid ja... Nii. Ja 4. on siis, kui on ühiskondlikud konfliktid. И 4 пункт это какие-то общественные конфликты. Üks riik teise riigi vastu. Например, одна страна против другой страны. Üks religioon teise religiooni vastu. Одна религия против другой религии. Nüüd, mis juhtub? Что происходит? Mida kõrgemal positsioonil on inimene, Чем выше находится человек, чем выше его позиция, seda enam tema sisekonfliktid mõjutavad ühiskonda. тем больше его внутренние конфликты влияют на общество. Ma usun, et te olete minuga nõus, Я думаю, что вы согласитесь со мной, et maailma poliitikat mõjutab oluliselt see, что политикой мира во многом заведует то, et Vladimir Putin on Venemaa president ja Donald Trump on Ameerika president. во многом определяет то, что Владимир Путин является президентом России, а Дональд Трамп президентом Америки. Kui nemad oleksid isikuti teistsugused, Если бы они были другими личностями, ilmselt oleks maailma poliitika teistsugune. скорее всего, политика мира была бы тоже другой. Aga igal presidendil on oma iseloom. Но у каждого президента свой характер. Me ei tea, kas maailm oleks parem. Мы не знаем, был бы ли мир лучше.
aga see mõtteviis on arusaadav, eks ole. Но смысл понять. Juhi hingeelu mõjutab organisatsiooni. Внутренняя жизнь руководителя влияет на организацию. Ja vastupidi, ühiskonnas toimuv mõjutab inimese hingeelu. И наоборот, то, что происходит в обществе, влияет на душу человека. Mina näiteks olen täna Eesti poliitikast natukene väsinud. Я, например, на сегодняшний день уже устал от эстонской политики. Küsitakse, kas oled koalitsiooni poolt või vastu või kes võiks tulla või minna. Все время спрашивают, за коалицию я или против, или кто должен прийти, кто должен уйти. Ma esmaspäeval loen lehti ja siis saan teada. Я отвечаю, что я в понедельник почитаю газеты и тогда отвечу. Et lülitad ennast kõrval, eks ole. Чтобы постараться как-то отойти в сторону. Ja me oleme kõik seda tundnud, kuidas maailmas toimuv mõjutab meie hingeelu. Я думаю, мы все испытали то, что происходящее в мире влияет на нашу душу. Nii palju siis osapooltest. Ну, наверное, хватит ja võib-olla üks asi siiski veel. Одну вещь все-таки упомяну еще. Võib juhtuda, Может случиться, et kaks inimest что два человека ei saa omavahel läbi. не ладят между собой. Mitte sellepärast, et nendel oleks isiklikult midagi teineteise vastu. Не потому, что они в личностном плане как-то противостоят друг другу. Aga nad kuuluvad mingisse valesse ühiskondlikku gruppi. Но они принадлежат какой-то не той общественной группе. Teise poliitilisse parteisse, В другую политическую партию, teise rahvusesse другой народ. või elavad lihtsalt teise pool jõge. Или просто живут по ту сторону реки. Nii palju osapooltest. Вот столько, вот и все о сторонах конфликта. Nüüd põhiküsimus. Основной вопрос. Väga huvitav valdkond. Это очень интересная сфера. Põhjatu. Она бездонная. Так сказать. Vaid paar märksõna. Я всего лишь пару терминов упомяну. Esimene on see, me võime küsida, kuivõrd emotsionaalne või ratsionaalne on põhiküsimus. Прежде всего мы можем задать себе вопрос, насколько эмоционален или рационален вот этот вот основной вопрос. Mida emotsionaalsem on põhiküsimus, Чем более он эмоционален, seda raskem on seda lahendada. тем сложнее его разрешить. Mida selgem ja ratsionaalsem, seda kergem. И чем более он продуман и основан на логике, тем проще. Ja kui on põhiküsimuseks tunne, näiteks minul tuleb tunne, et teie tahaksite, et ma läheks kohe Tartusse tagasi. И если основной вопрос это как это чувствует, если, например, я почувствую в какой-то момент, что вы хотите, чтобы я сразу же уехал в Тарту, Küsime, kus sa tead, aga ma vaatan teid ja mul on niisugune tunne. вы можете спросить у меня, с чего ты это взял, но я скажу, что вот я смотрю на вас, и у меня такое ощущение создается. Ja üldse oli ошибка, et ma siia tulin. И вообще это была viga, что я сюда пришел, да. No nii, me saame hästi hakkama. Meil konflikti ei ole. Me avame firma. Мы скоро откроем фирму. Tõlgime suvalisi asju. Будем переводить всякие разные вещи. Küsime, aga kus see tunne tuleb? See tuleb kusagilt minu seest. Но вопрос, откуда вот это чувство появляется? Оно выходит откуда-то изнутри меня. Haigele hingele tundub, et keegi ei taha teda. Больная душа чувствует, что никто не хочет ее. Väga raske lahendada. Очень сложно решить эту проблему. Aga kui me suudame ratsionaalselt öelda, et kas me siis ei ole sõna andnud või oleme preemiat vähendanud või midagi teinud, on seda juba lihtsam lahendada. Но если мы можем рационально как-то это объяснить, что, например, кому-то не дали слово или не подняли премию, вот тогда мы можем разрешить эту проблему. Nüüd see oli siis esimene teema, mis puudutas emotsionaalse ja ratsionaalse vahekorda. И это то, что касается соотношения рациональности и вот эмоций. Ma toon siia ainult ühe asja veel välja, aga siin võib rohkem olla, aga ma räägin ainult ühest asjast. И еще одну вещь упомяну. Oluline on see, kuivõrd on põhiküsimus seotud osapoole identiteediga. Важно также и то, насколько основной вопрос связан с идентитетом сторон. On mingid asjad, mida me ei saa teha. Есть какие-то вещи, которые мы не можем делать. Sest kui me seda teeme, Потому что если мы их сделаем, siis me ei ole enam meie ise. тогда мы больше не будем сами собой. Võib-olla see on natukene kohmakas näide, Возможно, это какой-то не очень хороший пример. aga muhameedlane ei saa süüa sealiha. Но, например, мусульманин не может есть свинину. Mitte, et nendel oleks halb kulinaarne maitse, Не потому, что у них какой-то плохой кулинарный вкус, aga nende usk ei luba seda. но им это не разрешает их религия. Ja kui nad seda teevad, nad ei ole perekonnaliikmed enam
Nad on süüdi inimeste ja Jumala ees. И если они это делают, тогда они больше не являются членами семьи, они виновны перед Богом и людьми. Meil on kõigil mingi piir. У нас у всех где-то стоит своя граница. Õige inimene ei löö oma ema, Правильный человек не будет бить свою маму, näiteks. например. On mingid asjad. Ja see mõte on selles, et meil võivad olla konfliktid moraali küsimustes. У нас могут быть конфликты в вопросах морали, Võivad olla filosoofilised, могут быть какие-то философские конфликты, maailmavaatelised, могут быть мировоззренческие конфликты. kus me ütleme, et me ei saa sellega nõus olla. Мы можем сказать, что нет, вот мы не согласны с этим, мы не можем согласиться. Löö või maha, aga ma ei saa seda teha. Хоть убей, я все равно не сделаю. Sest siis ma ei ole enam mina ise. Потому что тогда я не являюсь сам собой. Me ei reeda oma isamaad. Meil kõigil on mingid piirid, eks ole. Мы не предаем там своего отца. У нас какие-то есть границы у всех нас. Nii. Et see oleks siis nende kahe esimese osapoolte ja põhiküsimuse kohta. И вот это то, что я скажу о сторонах конфликта и об основном вопросе конфликта. Nüüd vaatame teist tunnust, on siis vitokrazvitja või see arengukurv. Ну, второй принцип – это вот этот вот виток развития. Да. Nii. Mida see tähendab? Что это означает? See tähendab seda, et ma teen siia niisugused nooled siksaki. Я нарисую сюда некоторые стрелочки, вот такие зигзаги. Nii. Ja siin on nüüd mingi, paneme siia AS. Teie olete sunnitud uskumisse. Вы теперь вынуждены верить в то, что я пишу, потому что... Видите отсюда? Ну, как-нибудь. See on nüüd algsündmus. Это какое-то начальное событие. Keegi ütles halvasti. Кто-то что-то плохо сказал. Kasi Tartusse. Уезжай в Тарту. Kes selle käki kirjutas? Кто вот эту ерунду написал? Ükskõik mis. Ja algab konflikt. И вот так начинается конфликт. Nüüd sõlmpunktid. И потом есть какие-то точки, вот связующие точки. Siin on nad nasu... Узловые точки. Узловые точки on tõlgitud, eks ole. Eesti keeles oli see sõlmpunktid. Need on nüüd konflikti arengus sellised kohad, mida inimesed mäletavad. И это какие-то такие моменты в развитии конфликта, которые запоминаются людям. Näiteks lähisuhetes. Например, в близких отношениях. See oli esimene kord, kui ta lõi mind. Первый раз, когда он меня ударил. Enam maailm ei ole endine. Больше мир не является таким же, как раньше. Me oleme viisakad inimesed. Мы все вежливые люди. Abiellusime armastusest. Мы поженились, потому что мы любили друг друга. Ja nüüd niisugune asi. И вдруг происходит такая вещь. Mul on olnud üks nõustamine, millega tegeles üks minu kolleege. Как-то я проводил консультацию, там, вернее, не я проводил, была консультация, которую проводил мой коллега. Ja tema ütles, et oli perekonna traagika. И он сказал, что была трагедия семейная. Kui tütar perekonnas varastas. Когда дочка в семье украла. See ei olnud võimalik. Это не было возможно. See oli aus pere. Это была честная семья. Noh, kõik normid, väärtused paigas, viisakad, ilusad, toredad inimesed. Нормы, ценности, все было на месте, вежливые, красивые люди. Ja tüdruk varastas koolis. И вот девочка что-то украла в школе. See lugu läks edasi. И эта история продолжилась. Naabrinaine, kes sellest kuulis, Соседка, которая об этом услышала, ütles tüdrukule, et sa ei ole nende tütar, sa oled adapteeritud. она сказала этой дочке, что ты не являешься их дочерью, тебя удочерили. Sa olid 3 kuud vana, kui sellesse peresse sind toodi. Тебе было 3 месяца, когда тебя взяли в эту семью. Ja sellest oli niisugune puder, И из этого всего сварилась такая каша, et ma isegi ei tea, kuidas see lahenes. что я в конце концов даже не знаю, как она решилась. Ja vot nüüd punktid, ta lõi, ta varastas, ta pettis mind esimest korda, ta viis meie asja ajakirjandusse. И вот все вот эти точки, он ударил меня, или он украл что-то, или изменил, или как-то вынес вот эти вот наши истории журналистам. Need ongi konflikti sõlmpunktid. Все это является вот такими вот связующими точками этого конфликта. Ja nüüd, kui konflikti lahendada, Если решить этот конфликт, siis paljudel juhtudel tuleb need sõlmpunktid läbi töötada. для этого приходится проработать все эти точки. Väga vastuoluline. Очень неприятно. Ühelt poolt võiks ju minna edasi, Вроде бы как хотелось бы идти дальше, aga mõnel juhul ei saa kohe edasi minna, но не всегда получается идти дальше. sest need hingehaavad tahavad tervendamist. Потому что эти душевные раны, они хотят исцеления. Selgeks rääkimist, Хотят обсуждения andeks andmist и прощения, ja kokkuleppimist. а также каких-то договоренностей. Nii.
ja viimane on siis konflikti lahendus. Ну и в конце концов разрешение. Jah. Nii. Ja vaatame siin, mul on igasugust juttu. Ja тут много всякого текста. Käitumismudelid kompromissi, tähendab konfliktis ja see on lihtsalt üks võimalikku lahendusi või viise, kuidas saab konflikti lahendada. И вот здесь один возможный способ решения конфликта. Või mitmed erinevad viisid. Вернее, несколько разных способов. Esimene on siis võitlus. Борьба. Первый это борьба. Ja noh, üks lüüakse maha, teine jääb ellu, see on võitja, eks ole. Одного убили, другой остался в живых. Hurraa, победа наша. Hurraa, võit on meie oma. Aga konflikti uuringud näitavad, Но изучение конфликтов, исследования, et kui ühes konfliktis üks lahing lõpeb 1-0 seisuga, если они показывают, если какой-то конфликт заканчивается счетом 1-0, siis ära nullitu hakkab otsima revanši. то тот, кто проиграл со счетом 0, начинает искать реванш. Kui teie mind ajate siit minema Tartusse, Если вы меня сейчас прогоните в Тарту, tulge te ainult Tartusse. попробуйте вы сами в Тарту приехать. Nii, ja läheb edasi. И так далее. See on avalik see võitlus. Это такое открытое противостояние. Palju keerulisem ja emotsionaalselt raskem on varjatud võitlus. Гораздо сложнее вот это вот скрытый конфликт, скрытая борьба. Me tunneme, et midagi on valesti, Мы чувствуем, что что-то не так, aga me ei räägi. но мы не говорим об этом. Ja pinge kasvab И напряжение растет. ja ühel päeval plahvatab. В один день оно взрывается. Kui on probleem, parem räägi. Если есть проблема, то лучше о ней поговорить. Külmutamine. Заморозка. Me ei tegele asjaga. Мы не занимаемся этой проблемой. Vaat inimestel meil tuleb igasuguseid imelikke mõtteid pähe. Людям приходят всякие странные мысли в голову. Keegi näiteks leiutab praegu, et võiks rahvale pakkuda jäätise kokteili. Например, вдруг кто-то придумает сейчас, что можно предложить всем коктейль с мороженым. Või keegi tahaks rääkida oma lemmikloomast koskast. Или вдруг кто-нибудь захочет поговорить о своем любимом животном кассе. Nii. Ja me, las olla, las tahab, eks ole, ootame selle jäätiskokteiliga ja kassid tulevad pärast, me lähme edasi. Ну пусть все это будет, пусть там будут и кошки, и коктейли. Мы в какой-то момент продолжим нашу беседу. Me ei tegele asjaga. Мы не занимаемся вот этими вещами. Sageli ongi mõistlik edasi minna. Порой разумно начать двигаться дальше. Aga mõnel juhul sellised imelikud mõtted võivad tulla mingitest lahendamata probleemidest. Но иногда такие странные мысли могут прийти от каких-то неразрешенных проблем. Harmoniseerimine tähendab läbirääkimisi. И вот эта вот гармония, она означает переговоры. Жеребьевка, see vist on liisu heitmine. On see? Жеребьевка, это жеребьевка, да. Ja жеребьевка, seda sõna ma ei teadnud, et see oli mul tõlgitud. Ja me lepime kokku, et me heidame liisku. Мы можем договориться, что мы бросим жребий. Nõusid peseb see, Посуду моет тот, kes tõmbab lühema tiku. кто достанет вот эту вот короткую спичку. Kui küsimus puudutab nõude pesemist. Когда вопрос касается мытья посуды, Ma olen 35 aastat olnud abielus я уже 35 лет женат, ja mul on nõude pesemise vastu 2 argumenti. у меня 2 аргумента против мытья посуды. Esimene on see, kes su emandaks tegi. Первый аргумент – это кто тебя сделал здесь главный. Ja teine on, mul arst ei lubanud nõusid pesta. И второй аргумент – мне врач не разрешил мыть посуду. Mis on vale. Что неправда. No nii, aga siis me tõmbame tikke. Но тогда мы тянем жребий, да. Näiteks. Kompromiss on see lahendus, kus me püüame, mõlemad annavad järele. Компромисс – это когда и те, и другие уступают. Hästi vastuoluline. Очень противоречивое. Ühelt poolt me ei saa muidu edasi, kui meil on suur ego ja me kompromisse ei tee, me ei liigu edasi. Но, с одной стороны, мы никак не можем продвинуться дальше, если у нас большое эго, и мы никакие компромиссы не идем. Me peame järele andma. В каких-то вещах мы должны уступать. Aga kompromisside häda on selles, Но проблема компромиссов заключается в том, et nad ei ela väga pikka aega. что они живут не очень долго. Mõne aja pärast tuleb jälle hakata otsustama. В какой-то момент нужно снова продолжать решать. Sest mõlemal on tunne, et mina andsin liiga palju järele. Потому что и тем, и другим кажется, что вот я слишком много уступил сейчас.
On ka selline lahendusviis või võimalus nagu kapitulatsioon. И есть такое решение, как капитуляция. Ja tavaliselt see toimub juba ühiskonna või suurema üldsuse surve all. Обычно эта капитуляция происходит под давлением общества или какого-то большого коллектива. Üks pool kaotab täielikult. Одна сторона полностью проигрывает. Nagu Saksamaa pärast teist maailmasõda. Как Германия после Второй мировой войны. Läbi. Все, конец. Jah, tema käest ei küsita enam midagi, öeldakse, et nüüd on nii. У нее больше ничего не спрашивают, говорят, вот так вот должно быть. Aga need suhetes võib see lõppeda näiteks kohtus või kohtuotsusega. Но в отношениях это может закончиться решением суда. Kahjuks võib see olla ainuke lahendus mingis olukorras. Иногда бывает, что решение суда это единственное решение какого-то конфликта, ситуации какой-то. Aga emotsionaalselt on see kõigile raske. Но эмоционально это очень сложно для всех. Ja viimane on kaastöö, mis on kõige parem. И последнее, это самое лучшее, это сотрудничество. Ja see on siis see, kus mõlemad osapooled räägivad, mida nendel on tarvis. Обе стороны говорят о том, в чем они нуждаются. Ja kui see õnnestub, И если им это удается, siis see on see win-win või võit-võit lahendus. то тогда мы имеем дело с решением win-win, где и та, и другая сторона выигрывает. Nii, et see oleks põgus ülevaade nendest. Это такой короткий обзор. Nii, ime on sündinud. И чудо случилось. Tõnu Lehtsaare jutt sai otsa. Лекция Tõnu Lehtsaare закончилась. Ja ma vastaks hea meelega küsimustele. И я теперь с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Nii, ja palun. Et kui te lubate, ma võtan pintsaku ära. Если можно, я тогда сниму пиджак. Ma isegi ei kuula vastust. Я даже не слышу сейчас ответа. У меня вот этот машина здесь. А может быть открыть окно, и если жарко... А мне уже хорошо, так что... Вы занимаетесь психологическим консультированием в Да. университете? Точно. Te tegelete psühholoogilise konsulteerimisega Tartu Ülikoolis. Вот вы сказали про бездушных преподавателей Тартуского университета. Бездушных? Да, бездушных. Te mainisite hingetuid Tartu Ülikooli õppejõude. У нас таких нету. Нету так Meil бездушных. ei ole selliseid. Потому что это перевод был, потому что я услышал, что они... Нет, что некоторые, перевод был в то, что некоторые не думают, не верят, что у них есть душа. See oli mõte, et mõned ei usu, et neil on hing olemas. Что вы имели в виду тогда? Вот, Mida te siis silmas не знают, pidasite? что у них есть душа. Что вы имели в виду? Я так понял, что они Я- бездушные. Я думаю, Я что хотел спросить, бездушных. как вы Нет, определяете? siin on mingi arusaamatus. Здесь какое-то недопонимание. Jah, Tartu Ülikoolis ei ole бездушных В õppejõude. Tartuskom университете нету hingetuid õppejõude. Нет. Может, какое-то недопонимание здесь. Need, kes ei tule teie juurde, kes ei tea, mis teil on, nendel on hinge, midagi sellest võib saada. Ja nüüd ma saan aru. Ma ütlesin, et kõik ei tea, et nad minu hinged on. Не все знают, что они мои души. Вот. Ja see mõte on selles, Мысль в том заключалась. sest see on uus ametikoht Tartu Ülikoolis. Это новая должность в Тартуском университете. See avati aastal 2017 И она открылась в 2017 году. ja kõik inimesed ei tea, et selline institutsioon on olemas. И не все люди знают, что такая профессия существует. Tasapisi informatsioon levib Потихоньку информация распространяется. ja praegu on minu poole pöördunud И на сегодняшний день ко мне обратились ühe teise Eesti kõrgkooli inimesed. Ко мне обратились люди из другого высшего учебного вуза Эстонии. Да, из Ja другого вуза ütlesid, Эстонии. et nemad tahavad ka endale niisugust tegelast. Они сказали, что им тоже нужен вот такой вот человек. Ja. Nii et ma mõtlesin seda, et infot ei ole, kõik Я ei имел в tea. виду то, что не все знают о том, что есть такая... Nüüd ma sain aru. Nii. Давайте... Скажите, вот эстонское общество, оно конфликтное, на ваш взгляд? Как вы считаете? Мы все ангелы. Мы все ангелы. Как... No испорченные ангелы почему-то. kõik me oleme inglid, aga oleme rikutud inglid А lihtsalt. вот основной какой конфликт? Mis on see põhiline konflikt? Seda on väga erinevalt sõnastatud. Его очень по-разному формулировали. Marju Lauristin, üks kuulus sotsioloog, Знаменитый социолог Марго Лауристин. ütles, et machosid on liiga palju Он сказал, что мачо слишком много, ja meeste käitumine on liiga macholik. и что мужчины ведут себя
слишком вызывающее, что ли. Да. Jah. Как мачо. Да. mina kui usklik inimene Я как верующий человек, ütlen, et meie põhiprobleem on Jumala kartuse puudus. я бы сказал, что наша проблема заключается в отсутствии страха Божьего. Ja kui sa küsid 10 inimest, sa saad 10 erinevat vastust. Если ты спросишь 10 человек, тогда ты получишь разный ответ от всех. Seal oli ka üks küsimus. Kuidas on võimalik, natuke selline ühiskonna võib-olla konflikti küsimus, Вопрос, касающийся общественного конфликта. kuidas on võimalik leida kompromissi või koostööd sellises moraali dilemmas, kus üks pool on absolutist ja teine on relativist? Вопрос, как мы можем найти разрешение такого морального конфликта, где одна сторона верит в какие-то абсолютные идеалы, а другая является такой релятивистской стороной. Ütleme, et mees ütleb, et naine ei või olla ülikooli õppejõud, kohtunik, kirikuõpetaja, sest see on loomuvastane. Naine ütleb, et oleks palju õnnelikum, kui ta saaks neid töid ka teha, mis on täna rahvavahel, mitte Например, если мужчина скажет женщине, что она не может быть преподавателем в университете, священником или занимать какую-то другую позицию, потому что это противоречит естеству, а женщина ему отвечает, что это бы сделало ее гораздо более счастливой, если бы она могла. Как такие проблемы решить? Laias laastus on 3 võimalust. В общем, есть три решения. See on väga suur üldistus. Это очень такое большое обобщение. Jääb nii, nagu üks pool ütleb. Например, первое, что остается так, как одна сторона сказала. Teised on vait ja jääb nii. Одни должны молчать и есть как есть. see on see külmutamine. Это запугивание, что ли? Ta on pigem jõuga lahendamine. See on pigem rünnak või jõuga lahendamine. Это решение силой, решение нападениями. No pobiseb ja podiseb, aga sõna ei saa. В общем, ну как бы сказать, что пусть говорит, но мы слова не дадим. Teine on see, et mõlemale jääb õigus. Второе решение, что оба останутся правы. Üks elab oma reeglite järgi, ühed elavad šariaadi seaduse järgi Одни живут по закону шариата, по своим правилам, ja teised elavad Inglise seaduste järgi. другие живут по правилам Великобритании, так сказать. Ja mõlemad on Briti kodanikud. И те, и другие являются гражданами Великобритании. Ja kolmas võimalus on, et räägitakse läbi, kuidas see ühtne süsteem toimub või võib-olla on hoopis mingid varjatud väärtused, mille ümber see asi käib. И третий вопрос – это попытаться обсудить, как вообще такая общая система может работать. Может быть, есть какие-то скрытые ценности, вокруг которых эти дебаты ведутся. Et see taandub tegelikult nendele 3 teele. Мне кажется, что есть 3 пути, которые могут разрешить это. Aga need kõik võtavad aega. Но все они требуют времени. Et neid ei anta valmis kandikul. Не приносят их на блюдечке с голубой каемочкой. Täpsustab, kas see varjatud väärtused nagu tähendaks, et kuskil on mingid muud tegelikult põhjused? Jah. То есть эти скрытые ценности означают какие-то причины, о которых мы не знаем еще. Arusaamine inimeseks olemisest üldse. Возможно, понимание того, что вообще значит быть человеком. Usulises valdkonnas näiteks, kas Jumal on olemas või ei ole. В вопросах веры это вопрос, есть ли Бог или нет его. See määrab väga palju ära. Это очень много что определяет. Aitäh, see oli hästi huvitav, väga sisukas küsimus. Спасибо, это был очень хороший вопрос, очень содержательный вопрос. Nii, on veel. Kuidas neid tegelikke põhjuseid ära arvata? Aja räägib tööd, tegelikult see on lihtne. Как вот эти вот настоящие причины угадать или узнать о них? Nende tegelike põhjustega on nõnda, Ну, с настоящими причинами так. et nad on olemas siis, Они есть только тогда, kui nad on seotud mingi faktiga, когда они связаны с каким-то фактом, mingi sündmusega. с каким-то событием. Mina sain 100 eurot preemiat, sina said 110 eurot preemiat ja mina olen solvunud. Я получил 100 евро премию, ты получила премию 110 евро, я обиделся. Nendest idiootidest ülemuste peale На всех этих тупоголовых начальников ja sinu suhtes on kade. и завидую вот тебе. Vot seal on üks selge põhjus. Очень конкретная причина. Väga paljud pinged ja konfliktid inimeste vahel Многие вот такие вот конфликты или какие-то напряжения между людьми ei oma ühte selget põhjust. не имеют единой и понятной причины. Peretülid, Это семейные конфликты, kolleegide vahelised tülid,
конфликты между коллегами. ja sellisel juhul И в таком случае on see läbirääkimiste tulemus, et me sõnastame, et küsimus on näiteks ebaõigluses. вот, результат переговоров, он заключается в том, что мы приходим к ответу. Вопрос, например, несправедливости. Või kõigile mittevõrdsete võimaluste andmises. Или в том, что не всем даются равные возможности. Aga me ütleme, et probleem on selles ja siis me hakkame lahendama. Но мы определяем вот эту проблему, и мы начинаем ей заниматься. Aga see, millisena me probleemi sõnastame, Но то, как мы эту проблему сформулируем, ei ole üheselt määratletud. оно не определено заранее. See kujuneb läbirääkimiste käigus. Это все происходит в процессе. Sündmusega siis on ühene, keeruliste hoiakute, sageli ka varjatud tunnetega muide. Когда мы говорим о каких-то событиях, тогда все понятно. А когда мы говорим о каких-то чувствах или каких-то скрытых чувствах, тогда Näiteks по-другому. nagu haavumine, Например, обидчивость, kadedus, жадность võimujanu. или жажда власти. Minu kabinetis oli keskealine daam, У меня в кабинете была одна пожилая женщина. Это не пожилая, а среднего возраста. Женщина среднего возраста. et очень важно. Пожалуйста, не путаться. Пожалуйста, не путаться. Ja ta rääkis, ma vaatasin kella, И она говорила, я посмотрел на часы, üle 10 minuti sellest, где-то 10 минут она говорила kuidas ta ei ole absoluutselt solvunud. о том, что она вообще не обижена. Mul on täitsa ükskõik. Мне вообще все равно. Eesti keeles on see nagu hane selga vesi. На русском языке это как с гуся вода. Ja siis see kaamel, las koerad auguvad, karavan läheb edasi. Пусть собаки лают, караван идет дальше. Ta kõike teadis Она все это знала. ja seletas põhjalikult, kuidas ta ei ole absoluutselt solvunud. И она очень подробно объяснила мне, почему она не обижена. Ja mina sain aru, И я понял, et tegemist on sügavalt haavunud inimesega. что я имею дело с сильно обиженным человеком. Просто slov не хватает. Sõnu pole, jah. Ja. On veel küsimusi, olge head. Jah, palun. Как решать внутренние конфликты человека? Kuidas inimene saaks oma sisemisi konflikte lahendada? Jumalat tuleb paluda Нужно помолиться Богу, ja leida usaldusväärne inimene, kellega ennast jagada. и нужно найти человека, которому можно довериться и которому можно поделиться своими вот этими конфликтами. Ja kui asi on päris halb, И если уже совсем плохо, siis võib ka pöörduda spetsialisti то poole. тогда лучше всего обратиться к специалисту. Nüüd meil tuli tissina. Ja palun. Ma ei ole kursis, aga ma usun, et psühholoogias on ka põrkuvaid lähenemisi. Jah. Я не... Nendesse teistesse inimestesse, kes saavad psühholoogiast teistmoodi aru. Я не слишком в курсе этих вещей, но я уверен, что в психологии тоже есть какие-то различные понимания вещей. Как вы относитесь к людям, которые смотрят на вещи иначе, чем вы? See teema on olnud minu jaoks teatud teekond. Эта тема была для меня как бы таким путем развития. Kui ma lõpetasin psühholoogia õpingud, Когда я закончил изучение психологии, siis mulle tundus, et ma tean, kes on inimene. мне казалось, что я знаю, кто такой человек. Ja mul oli ka sõnum inimkonnale. И у меня был какой-то месседж для человечества. Mida vanemaks ma saan, Чем старше я становлюсь, seda enam ma mõistan, тем лучше я понимаю, et elu on alati keerulisem kui õpetus elust. что жизнь всегда сложнее, чем какая-то теория о жизни. Võtame näiteks sellise teema nagu isiksus. Возьмем, например, такую тему, как личность. Kui mina tegin üliõpilasena isiksuse psühholoogia eksami, Когда я, будучи студентом, проходил экзамен по личностной психологии, siis ma pidin teadma 33 erinevat isiksuse teooriat. я должен был знать 33 разных теории личности. Mitmed nendest olid täiesti vastuolulised. И некоторые из них были совершенно противоречивыми. Täna minu õpetaja, lugupeetud Jüri Allik, И на сегодняшний день мой преподаватель, уважаемый Юрий Аллик, ütleb, et on 200 arvestatavat isiksuse teooriat. он говорит, что есть 200
таких уважительных теорий, теорий личности. Да. ja küsime, et kus see tõde on. И вопрос в том, ну где же эта истина? Ja minu kui konsultandi jaoks И для меня, как для консультанта, tõde on see inimene, kes istub diivani peal minu kabinetis. истина заключается в том человеке, который сидит на диване в моем кабинете. Temal on mure У него есть какая-то проблема. ja mina võtan nendest teooriatest, mida ma tean. И я беру из них теории то, что я знаю, Neid kategooriaid, mille abil ma saan kirjeldada tema muret я беру какие-то категории, с помощью которых я могу описать его проблему ja mõista seda inimest. и понять этого человека. Aga ma ei ütle, et see teooria on parem kui teine Но teooria. я не говорю, что одна теория лучше другой. Ja vot nende teisiti mõtlevate inimestega on sama asi. И с людьми, которые думают иначе, точно так же. Ja psühholoogidega on üldse omaette lugu. И с психологами вообще своя история. Kui te tahate näha niisugust head, verist, rafineeritud ja professionaalset konflikti, Если вы хотите увидеть хороший такой рафинированный и кровавый такой конфликт, siis otsige seda kahe psühholoogi vahelt. тогда посмотрите на двух разных Me психологов. teeme seda professionaalselt. Мы очень профессионально конфликтуем. aga kui seda teevad kaks kirikuõpetajat, А что если между собой находятся в конфликте два пастора или два священника? üks seda jumalõpetust tõlgendab natuke rohkem, võttes arvesse seda keerulisemaks muutuvat elu ja teine leiab, et see on nii püsimatu õpetus, et elu ei saa arvesse võtta. Keda ma siis usun, sest otse nagu Jumal muga nii tihti ei räägi, kui see õpetaja seal vahel. Ja. Например, если один священник или пастор говорит, что будем больше толковать, исходя из современного контекста, а другой говорит, что это все слишком зыбкая дорога, то тогда кому из них я должен доверять, кто из них прав? See on tänapäeval väga aktuaalne teema. На сегодняшний день это очень актуальная тема. Erinevad kirikud erinevates küsimustes võivad olla täiesti erinevatel seisukohtadel. Разные церкви касательно разных вопросов могут придерживаться совершенно разных мнений. Ja mina olen enda jaoks lahendanud selle küsimuse nõnda, Я для себя этот вопрос решил так. mida õpetas mulle jälle see Jüri Allik. И этому меня тоже научил Юрий Алик. Ja ta ütles, et kui sul on 200 isiksuse teooriat, siis ühel hetkel sa pead otsustama. Он сказал, если у тебя есть 200 разных теорий личности, тогда в какой-то момент ты должен решить. Mina hoian selle teooria poole. И я придерживаюсь скорее этой теории. Tõsi, tema ei ole konsultant, Он, конечно, не консультант, tema on uurija. он исследователь. Ja mina arvan, et needsamad moraali küsimused, Jumala sõna küsimused ei ole Jumalale ükskõik. Я считаю, что вопросы морали и вопросы Слова Божьего не являются, что Богу они интересны. Vaid ta ütleb ka, et sinu probleem, et sa oled leige. Он говорит, что проблема в том, что ты теплый, Или ravnodушный. Ravnodушный, да. Võib ka niimoodi öelda. Et sa ei ole kuum ega sa ei ole külm. ты не горячий, ты не холодный. Et mina saan aru nii, et on asjad, kus me peame ise enda jaoks otsustama. И он говорит, что есть какие-то вещи, в которых мы должны прийти к конкретным решениям. Ja võib-olla parem jah, kuulata Jumalat vahel kui teisi inimesi. Возможно, лучше слушать Бога, чем других людей, Aga teistel võib olla huvitavaid mõtteid. но у других могут быть тоже интересные мысли. Isegi nendel idiootidel, kes mõtlevad teisiti kui mina. Даже у тех идиотов, которые думают иначе, чем я. Tõde polegi, jah. Tõde polegi, jah. Истины нет тогда. Mina usun, et on. Я верю, что она есть. Ja veru, что она есть. Точно. Nii, aitäh. Nii, aga kui võib-olla võtaks siis, kui on mingi viimane küsimus, siis selle saaksime võtta veel ja siis lõpetaks ma. see on mingi, kui on tegu ka selline kiusaja ja kiusalanguga, kas on mingi hea lause, mis nagu aitab nagu kiiresti nagu... Ei ole. Tähendab, vähemalt mina ei julge öelda. Если мы имеем дело с каким-то, так сказать, мучителем или кем-то, кто злонамеренно настроен, то есть ли какое-то предложение, которое поможет его, так сказать, вывести из строя сразу же? Но Väga üldiselt ma julgen öelda, püüa mõista, miks see nii on. Я могу можно попытаться понять, почему это так. Aga seda tuleb vaata üksikul juhul. Но это все нужно рассматривать в одиночных случаях. Mina isiklikult ei usu psühholoogias Я не верю, что в психологии есть какие-то такие вещи. niisugused valmis retseptid. Я не верю, что в психологии есть какие-то готовые рецепты. Olete lugenud kollase paberi peale trükitud pehmete kaantega raamatuid? Вы когда-нибудь читали книги, напечатанные на желтой бумаге с такими мягкими обложками? 7 sammu õnneni. 7 шагов к счастью.
püsivate suhete võti. Или ключ к долговременным отношениям. Это все ложь и ерунда. Kõik see on vale ja jama. Ei ole valmis retsepte. Нету такого готового рецепта. Aga on ühe probleemi lahendus ja teise probleemi. Но есть решение одной проблемы, есть решение другой проблемы.